Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчүлөр, ТМЖ телеканалында жана ошондой эле Т-Медиа Групптун Фейсбуктагы жана Ютубтагы баракчаларында сиздер менен коомдук пикир телекөрсөтүүсү аны мен Нурлан Адаев алып барам. Бүгүн биздин көрсөтүү өзгөчө форматта өтмөкчү, себеби бүгүн биз эки тилде сүйлөшөбүз. Кыргыз тилинде жана расмий тилинде. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня на канале ТМЖ, а также на страницах Т-Медиа Групп, что есть на Фейсбуке, на Ютубе, программа «Коомдук пикир», и мы будем сегодня говорить о результатах отмены выборов в городе Ош, а также в городах Токмок и, возможно, Бишкек. У нас сегодня гости, бүгүн бизде коноктор бар, я их представлю. Камила Тогойбаева, юрист, саламатсызбы, Камила. Фатима Якубаева, адвокат, саламатсызбы. Айдар Султанов, юрист. Бул 3 киши бизге атайын Бишкектен келген. Алар в рамках закона долбоорунун катышуучулары, жана ошондой эле Ош шаарынан бизде Алтынай Галиева айым келип отурат. Ал коомдук байкоочу болуп өткөн 11 апрелдеги шайлоодо өзүнүн активдүү граждандык позициясын көрсөткөн. Биринчи суроо Алтынай сизге болсун. 11 апрелдеги болгон шайлоодо ошонун негизинде болгон силер жазган протоколдордун негизинде, силер көргөн, байкаган нерсеңиздердин негизинде кечеги БШКнын чечими менен Ош шаарындагы кеңешке болгон шайлоо жокко чыгарылды. Сиз Ош шаарында болгонсуз, байкоочу болуп, нелер көргөнсүз? Кандай нерселердин негизинде кечеги БШКнын чечими күчкө ээ болду деп ойлойсуз? Мен саламатсыздарбы? Бир нерсени сөздү баштардын алдында айтып кетейин. Мен тажрыйбалуу байкоочумун. Президенттик шайлоодо дагы, жергиликтүү кеңеште дагы, анан октябрь, былтыркы октябрь шайлоосунда дагы байкоочу болуп иштедим. Негизинен айтканда, мондой мыйзам бузуулар негизи окшош эле болду да. Бирок акыркы эмнеге окшош болду? Мурдагы шайлоолор менен жанагындай технический жактардан, мисалы, асуу убактылуу иштебей калганы, мисалы, же болбосо жанагындай байкоочуларды массалык түрдө алып келгендери, анан кандайдыр бир белгисиз адамдар списоктор менен отургандары бирок участоктон тышкары жерде. Ошондой окшош эле эмелер болду. Акыркы шайлоодо жанагы маскаларга мындай орустар айтмакчы ээн баскан, аябай өркүндөп баштады да, мындай мыйзам бузуулар дагы. Анткени ошо бардыгыбызга маалым болду. Балким бул ошол аптеканын ээниндир, каяктан билесиз? Жок, бир эле участокто ошол бир эле адамдардын, байкоочулардын дагы ошол пикирине караганда, мен ал участокто болбодум, бирок ошол байкоочулардын пикирине караганда, ошол бир эле өкүлдөрдүн адамдары жана ошолордун бир эле партиянын өкүлдөрүнүн адамдары. Ошондой болгондой болду да. Айтсаңыз, сиз өзүңүз канча жолу канча жолу ооз-2 жана кагаз түрүндө кайрылдыңыз ошол күнүчү? Мен ошол күнү бизде аябай тынч өттү. Бир эле жолу жанагы техникалык жактан асуу жерден эме болду. Монитордо байкоочунун жана шайлоочунун жүзү көрүнбөдү да, бир эле. Ошол эле учур катталды бизде. Хорошо, давайте, Фатима, с вами переговорим. Вот получается, выборы уже аннулированы. Что теперь дальше будет? Вот как юрист, как адвокат, скажите мне. Теперь дальнейшая процедура того, как мы будем выбирать людей в местный кенеш? Да, этому предшествуют определенные процедуры. Как мы знаем, 11 мая Центральная избирательная комиссия, его члены отменили решение, отменили итоги голосования в городе Ош, и на 27 участках были отменены итоги голосования по местным кенешам. Таким образом, если это решение не будет обжаловано в судебном порядке, и, насколько мы понимаем, учитывая сроки, видимо, никто не обжаловал, и если, значит, никаких обжалований не будет, не наступит, то в течение до 11 июня президент должен издать указ о назначении повторных выборов. Эти повторные выборы должны проводиться в сокращенном периоде, сокращенно на треть.
То есть, соответственно, если общие сроки проведения всех избирательных действий — это, значит, регистрация, выдвижение кандидатов, регистрация партий, агитационная кампания и так далее, обычно это занимает 2-3 месяца, то, соответственно, мы должны на 1/3 поделить, и в такие сокращенные сроки должны проводиться повторные выборы. Но здесь важно брать во внимание, что в городе... То есть, получается, говоря простым языком, теперь агитационный период будет равен 10 дням? Да. Да, и все остальные сроки тоже. При этом мы сейчас не можем, это будет неправильно с нашей стороны сказать, что через месяц, там, условно, через 2 месяца будут повторные выборы в ВАШЭ. Это не совсем будет правильно, учитывая, что в ВАШЭ были несколько участковых избирательных комиссий расформированы. Тоже было такое решение со стороны Центральной избирательной комиссии. И есть предусмотрена процедура сперва сформировать эти комиссии, потом определить границы этих комиссий, и дальше они должны начать свою работу. Поэтому по каким-то участкам, и вообще учитывая вот то, что было расформирование, скорее всего, будет еще чуть дольше, а не месяц. Но это в целом, если говоря о том, что нас ждет дальше, это где-то, ну, конец, видимо, летом уже будут снова выборы в ВАШЭ в конце лета. Айдар, айтсаңыз, 11 июньға чейин президент эгерде бул жарлыкка кол койбосо эмне болушу мүмкүн? Же кол коюш шартпы, же кол коюш керекпи ал мыйзам боюнча? Мыйзам боюнча кол коюш керек. 1 айлык мөөнөт берилет. 1 айлык мөөнөттөн президент өзүнүн жарлыгын чыгарыш керек. Андан кийин? Андан кийин өзүнчө кыскартылган мөөнөттөр кетет. Бул бир коллега айтып кеткендей 1-ден 3-кө бөлүнөт на 1/3. Ошол убакытта шайлоо процесси толук менен бүтүш керек. Ошондо шайлоо качан болуп калышы мүмкүн ошондо? Ошондо 2 ай жарлык чыккандан кийин 2 айдын ичинде болуп калыш керек. Ошондо августтарда болуп калат десем болот болуш керек. Камила, скажите, пожалуйста, вот что касается выборов в местный кеңеш и референдума, а вот итоги референдума, они не будут аннулированы в 2 городах, то есть в 3 городах? Нет, они никак не могут быть аннулированы, потому что 30 апреля, ранее 26 апреля Бишкекская территориальная комиссия утвердила решение о том, что референдум на территории города Бишкек состоялся. И более того, 30 апреля уже на заседании Центральной избирательной комиссии все члены комиссии проголосовали за то, что явка была обеспечена, более 30% избирателей прошли на голосование, и, соответственно, референдум состоялся. И таких моментов о том, что аннулирование итогов референдума не может быть только если на основании решения суда. Суд как бы... Суда пока судебных процессов по отмене референдума нет. И что касается изменений в законодательстве, мы, получается, вчера, 5 мая, наш президент подписал уже новую конституцию. И какие изменения претерпит кодекс о выборах? И что будет теперь? Изменится ли вообще процесс голосования, процесс того формирования не только местного бюджета, местного кеңеша, но и, скажем, выбора глав местного самоуправления? Говоря о местных кеңешах, то вряд ли новая редакция Конституции поменяет избирательное законодательство в этой части. Оно, возможно, изменится в части, например, Конституционного закона о выборах депутатов уже в Джогурку кеңеш парламент, потому что есть много разговоров и дискуссий относительно того, по какой системе будем голосовать, по пропорциональной или мажоритарной. Но в любом случае, говоря о, собственно, непосредственно местных кеңешах, то Конституция не предусматривает процедуры. Вот о чем мы сейчас с вами разговариваем, вот, сроки, избирательные действия, агитация и так далее, это все процедуры. И Конституция не предусматривает таких процедур. Соответственно, от того, что новая редакция Конституции принята и подписана на закон о местных кеңешах, о выборах местных кеңешей, на закон об избирательных комиссиях, оно не должно повлиять. Другой вопрос, то, что закон об избирательных комиссиях входит в тот список, который скоро, до конца этого года, должны отменить. Например, президент в начале этого года издал указ о гильотине, о том, чтобы были сформированы рабочие группы, которые 356 законов сделают недействительными, скажем так. Они признают их недействительными не своим, конечно, решением, это делает парламент, но они сделают всю работу для того, чтобы парламент это сделал. Это все документы, законы, справки и так далее. То есть закон об избирательных комиссиях до конца года будет изменен. И в какую сторону, в какой вектор это будет, мы пока не знаем. И в целом, конечно, сама Конституция, она
не предусматривает процедуру. Айдар, айтсаңыз, кече жакында 5 май күнү дагы ушул кыргыз тилдүү биздин телекөрүүчүлөргө соц тармактык колдонуучуларды түшүндүрүп кетсеңиз, 5 май күнү Садыр Жапаров кол койгон жаңы конституцияга. Ошол жаңы конституция негизинде шайлоо мыйзамдары өзгөрүлүшү мүмкүнбү жана ошондой эле жергиликтүү кеңешке болгон шайлоолор кандай тартипте өтөт эми? Эми белгилүү болгондой азыр юстиция министрлигинде жумушчу топ дайындалган. Бул топто гильотина негизинде бир топ мыйзамдар өзгөрүлөт. Анын арасында шайлоо системасы да. Гильотина мыйзам эмне деген сөз ал? Эмне деген түшүнүк? Жөнөкөй тил менен айткандачы бул кесеби же башын алып салабы эмне кылат анда? Жалпак тил менен айтып кеткенде бул бир топ мыйзамдар жеңилдик түрдө өзгөрүлөт да. Бул жаңы конституцияга ылайык туура келтириш үчүн да. Ошол мунун арасында дагы шайлоо система боюнча мыйзамдар дагы өзгөрүлөт. Жалпак кыскача айтканда ушундай. Да, это получается отсечение, то есть если рассматривать этот принцип гильотины, то это отсечение законодательств, именно законов, которые не соответствуют критериям, в которых имеются коллизии или пробелы в законодательстве. То есть они на фоне этой гильотины в упрощенном порядке проводят инвентаризацию законодательства. Кто должен проводить инвентаризацию? Министерство юстиции. В соответствии с этим указом именно Министерство юстиции разработало уже, как уже сказали, 6 рабочих групп, которые рассматривают по всем секторам. Это экономика, здравоохранение, финансы, правопорядок и все остальные, все сферы жизнедеятельности, которые на соответствие этих законодательств. Только после этого уже? Только после этого, да. Будут приняты какие-либо да. механизмы, которые помогут нам уже выбрать наших депутатов местного кеңеша. Это правильно, да? Да, они сейчас проводят анализ. На основе 2 месяцев они проводят анализ на соответствие всех критериев, законности, обоснованности. Там есть определенный перечень критериев, по которым они сравнивают все эти законодательства. И в августе месяце они выносят на общественное обсуждение эти законопроекты, которые они вынесли. И только после этого, до 31 декабря 2021 года, они уже должны провести полную инвентаризацию, завершить ее. Айдар, айтсаңыз, эгерде инвентаризация болсо, эгерде андан соң коомдук угуулар өтсө, анда шайлоо августтун айына коюлабы? Себеби ошол инвентаризациядан өткөн, калган мыйзам негизинде болот экен да шайлоолор. Биз азыркы келе жаткан шайлоолор инвентаризацияны күтпөйт. Азыркы шайлоонун мыйзамдын негизинде өткөрүлөт шайлоолордун баары. Анын баарын күткүчө бир топ убакыт. Жок, азыркы жаңы конституция боюнча жок, мурдагы эски азыркы конституция. Азыр элдин баардыгы жаңы заманда жашап атабыз деп атпайбы? Жаңы конституция боюнча деп атпайбы? Кандай? Ал келечекте азыркы конституция жакында өткөрүлүп аткан эме шайлоого тиешеси жок. Азыркы мыйзам боюнча эле өткөрүлөт. Келечекте бүт инвентаризация өткөндөн кийин анан гана колдонулат ал мыйзамдар. Ошондо биз шайлаган депутаттарыбыз легитимдүү болуп калабы? Ого, албетте. Если позволите дополнить к предыдущим словам коллег, что были сформированы списки законов, которые будут вот в этой гильотине, отсечения, скажем так, да, вот просто хотят отрубить законы. И здесь, в этих списках, есть только закон об избирательных комиссиях. Например, конституционный закон о статусе депутата местной кеңеши, законы о выборах местной кеңеши в этом списке нет. Поэтому они, если будут какие-то изменения, они будут в общем порядке рассматриваться. А так, то, что вот сейчас коллеги сказали, действительно такая полномасштабная работа идет, скорее всего, впервые такое в Кыргызстане, в истории Кыргызстана, когда пересматривают так много и так сразу законов за достаточно короткое время. И это такая большая тема. Сиз алтын айтсаңыз, аз бул жерде кызыктуу бир маселе көтөрүлдү. Аз гана убакыт ичинде бүт мыйзамдар бир эле каралып туруп, азыркы жаңы конституция боюнча ылайыкташтырылып, ошо гильотина кылып эле кесип алып, бул туура деп ойлойсузбу сиз, жөнөкөй жаран катары? Бул керекпи бул нерсе? Же бул башынан бир кандай бир реформалык жолго салынып, же мыйзам ошондой мыйзамдын тилинде ушундай аталабы бул нерсе? Убакыт өтүп атат да. Анан кийин азыркы шайланган депутаттар легитимдүү иштеш керек да. Ошон үчүн шартка жараша убакыттын тарлыгына карабай мыйзамдын чегинде эле колдонуш керек. Эми түшүнөм экономикалык жактан
түшүнүү жана ошону сиңирип элге да жеткирүүгө бир аз зор болот, кыйыныраак болот. Бирок ага карабай ошол шарттарда аткарышыбыз керек. Мындай дегенде эл дагы бир жол чыдап туруш керек экен десеңиз, 3 ай 4 ай. Эми ошого барып атат да. Себеби баардыгы легитимдүү болуш керек да. В то же время, Камила, вот вам вопрос. Есть такой момент, что эти выборы были отменены из-за действий некоторых кандидатов отдельных партий. И как их выявить? Кто все-таки замутил воду в этом случае? Вот смотрите, если рассматривать на примере Токмакской ТИК, по которой были признаны недействительные, то там Центральная избирательная комиссия рекомендовала правоохранительным органам исключать тех лиц, по вине которых была отмена итогов голосования на этом избирательном участке, а именно на территориальной комиссии. И есть их фамилии, там, да, явки, эти заявления непосредственно обращаются в правоохранительные органы, они там устанавливаются и в соответствии с законом. А что касается Аша, ош боюнча маалыматыңыз барбы? Ушул кайсы партиядан кайсы адамдардын негизинде ушунча убарга келишилик тартабыз дагы бир жолчу барбы? Говоря о решении Центральной избирательной комиссии именно по городу Ош 30 апреля, которое было вынесено, то есть по нашим жалобам, по жалобам Общественного фонда Клуб Медиа, значит, там не указаны фамилии виновных лиц. Если мы говорим о решении, которое 11 мая было, 11 мая, когда именно отменили итоги на 27 участках в Аше, то там тоже фамилии не фигурируют. Поэтому мы в данном случае, я предположу, почему этих фамилий нет, потому что действует принцип презумпции невиновности, да, каждого человека. Пока в установленном порядке в суде не будет доказано, что какой-то человек виновен, мы не можем на него вешать клеймо «ты преступник» или там «ты вор» или еще кто-то. Но были, видимо, в рамках досудебного производства вот по уголовным делам, по подкупу, видимо, какие-то материалы, которые члены избирательной комиссии центральной сочли убедительными. Они подумали, действительно, здесь есть факт подкупа и связь конкретных лиц с партией. К сожалению, именно в их решениях не звучат фамилии, не звучат партии. Но если мы просмотрим заседание их заседание, которое было, там можно услышать название партии. Но это заседание шло около 6 часов. Не знаю, у всех ли будет интерес это все прослушать. Хватит ли нервов, да? Да. Но в целом, как я вот уже сказала, досудебное производство, оно не означает, что человек уже точно виновен. То есть уголовное дело еще не означает, что он виновен. То есть получается, ну скажем, партия под названием Н, в котором были, скажем, 5 человек, да, кандидатов, которые грубо нарушили не только бы закон здравого смысла, но и юридический закон, то есть уголовный кодекс, административный кодекс. То есть они, получается, мы их сейчас не можем называть. Называть нет, но вот регистрация их в качестве кандидатов, то есть вот смотрите, 11 июня... Но они же невиновны, как их можно не регистрировать? Потому что суд же не счел то, что они виновны, они могут заново пойти же. Еще не счел. Но вот до 11 июня президент должен издать указ о том, чтобы проводились повторные выборы в Аше. Соответственно, там плюс-минус 2 месяца должны быть проведены выборы. Но есть этап регистрации кандидатов. То есть вот партия будет принимать участие, она подаст свои документы, подаст там списки своих кандидатов, людей. И эти люди, вот Центральная избирательная комиссия условно их какой-то уже список внесла, да, где по этим людям... Свой черный список. Ну, условно говоря. Но если она этим людям откажет только на основании этого списка, эти кандидаты могут обратиться в суд и сказать, что, извините, еще обвинительного приговора нету, я еще с точки зрения закона не виновен. Да, вот я об этом говорю. И поэтому говорят, что, например, к июню будет ли обвинительный приговор, маловероятно, потому что сроки досудебного производства, это уголовное дело, оно может идти 2 месяца, а может и год идти. Потом есть стадия прокуратура, да, формирует, сколько человеку какое наказание дать. Потом идет суд. И суд рассматривает материалы дела. Это еще плюс апелляции еще нужно ждать. Да. Но в первой инстанции там приговор вступает сразу. Но в любом случае мы говорим о том, что, скорее всего, за 2 месяца обвинительного приговора не будет. И эти люди, скорее всего, могут снова оказаться в этих списках. Айдар, макулсуз бу ошого?
Айтсаңыз, мыйзам кыргыз тилинде. Эгерде мисалы азыр биз айттабыз да, биз сөз болуп аткан нерсе мындай болуп атат да. Бир партиянын күнөөсүнөн, партиянын күнөөсүнөн эмес, партияда болгон талапкерлердин күнөөсүнөн бул шайлоо жокко болуп канча деген чыгымдар болду, канча деген убалкерчилик болду, канча деген адамдар үмүтү ташкакты дегендей баягы жок болуп кетти. Эми эмне болот эми? Кайта эле ошол адамдар барышы мүмкүн экен да? Эми жогоруда коллега айтып кеткендей эле буну сот чечиш керек, күнөөлүү деп таапкандан табыш керек. Ага чейин ал шайланганга укугу бар. Анан ал шайланып утушун, ал партия утуп, ал депутат да болушу мүмкүн да. Бирок мыйзам жол берет. Анткени күнөөлүү деп ал убакытка чейин ал талапкер күнөөлүү деп табылбашы мүмкүн да. Камила, а можно, у меня просто сейчас пофантазирую такой сценарий, да? То есть получается, ЦИК не отменял выборы, ЦИК, в принципе, все, он уже утвердил эти выборы, скоро уже начнут давать мандаты, но в это время выступает как бы негласное, как бы то же самое, что вы сказали, негласный черный список, в котором говорят, вот из-за тебя, мы вот так опорочились, и поэтому ты, извини, не будешь депутатом. Вот по такому сценарию могло пойти, или то есть все-таки закон есть закон? Закон, да, как вы сказали, я хочу отметить, что у нас в законодательстве есть нормы, и там написано, что если эти действия именно кандидатов, их причастность к этим действиям повлекло к отмене итогов голосования. Ну, что и было. Да, именно причастность. Здесь также не рассматривается о том, что обязательно должно быть наличие обвинительного приговора или суда. Здесь говорится о том, что эти действия должны быть именно от кандидата, и он должен быть причастен к этому. А у них есть соответствующие заявления, документы. И, соответственно, в соответствии с этим законом об избирательном законодательстве, они имеют право исключить данного кандидата из списка политической партии. Но они могли же просто исключить, а выборы объявить состоявшимися. Еще раз. Они могли просто исключить этих людей из партии, своей партии, сказать, вот вы плохие, нехорошие, идите отсюда, мы с вами не будем работать, выборы принять как состоявшимися, и на этом все получается, успокоиться и жить дальше. Тогда лица, заинтересованные лица могут подать заявление в суд о том, что эти данные лица причастны к этим действиям. То есть, получается, подытоживая нашу с вами беседу, суд должен доказать, пофамильно сказать, вот эти 2, 5 или 7 товарищей, они нехорошие, именно из-за них вины 11 апреля выборы в Гуркиниш, скажем, города Ош не состоялись. Правильно я так понял, да? Здесь дополню, можно? Вы сказали, суд должен доказать. В суде. То есть в суде суд должен объявить то, что своим приговором, своим приговором, то, что вот эти, именно вот из-за этих людей. Здесь момент. Не именно из-за этих людей, что эти люди виновны в подкупе. Потому что подкуп является основанием для отмены, понимаете? То есть мы говорим об уголовном сейчас деле. То есть сейчас в правоохранительных органах в АШ зарегистрированы 127 заявлений. Насколько мы знаем, 127 заявлений по нарушениям, по таким фактам, как подкуп, административное давление и так далее. И вот на основании этих заявлений Центральная избирательная комиссия и жалоб других, они, естественно, приняли вот такую меру, да, отреагировали. И как дальше материалы пойдут? Мы знаем, что только история с масками, да, дело было прекращено, вот эти дырочки, которые на масках были, и тем самым как-то идентифицировали избирателей, что там было прекращено уголовное дело за отсутствием доказательств. То есть, может быть, и другие уголовные дела, которые были сейчас, они могут быть тоже прекращены вдруг, да, в течение 2 месяцев. И тогда эти же люди могут оказаться. Поэтому вы сейчас спросили Камилу насчет того, что сами партии могут ли избавиться от этих людей. Да? Они на самом деле могут. То есть они созывают собрание свое, да, членов партии, и говорят, что вот тебя уличили там, в каких-то таких вещах, поэтому до свидания. То есть они могут такие вещи сказать и исключить его своим собранием большинством голосов. Такое возможно. Но при этом мы сейчас видим, что хоть, может быть, виноваты 2 человека, а пострадали все. Да? Да, то есть в партии. Вот я
Да, я тегмейли. понимаю, но эта партия может сделать. И этих людей, например, в этих следующих партиях, в следующий раз, когда они будут подавать на выборы, они уже в списках этих людей не будут. То есть Ну, такое тоже соответственно, да. возможно. Потому что отменили регистрацию итогов голосования, но не запретили партиям участвовать. Хотят запретить кандидатам, которые были причастны, которые были виновны, да, и так далее. То есть, но сами партии, вот эта вот их коробочка, да, она никуда не денется. Они с Ну этой да, же да. коробочкой могут пойти дальше. Алтын айтсаңыз, ошол 11 апрель күнү сиз эми байкоочу катары айтсаңыз, Ошто акча таркатылдыбы? Мен 5306 участкасында болдум. Менде андай байкоо болбоду. Башка бир мындай бир Башкалардын айтуун кыйын эми, албетте. Оштун баары айтат, 1000 сомдон 5000 сом чыгып кетти. Алган кишилер өздөрү айтты. Биз 1000 сом алдык. Мага мына партия 1000 сом берди, экинчи партия келип 2000 сом берди деп. Мен жөнөкөй жаран катары жана ошондой эле шайлоочу катары дагы мага бир да ошондой сунуш түшпөдү. Сиз юрист экенин билсе анан кийин түшпөйт сизге. Менин домдогулар, терсоветтегилер деле билбейт да. Баардыгы эле тааный бербейт да, башка партияда менин деле өзүмдүн тааныштарым бар, туугандарым бар. Балким менин добушум маанилүүдүр алар үчүн. Мага келген Мен эмне үчүн ушул суроону сизге бердим, сиз байкоочу катарычы, себебинен сиз байкаган силердин иш аракетиңердин негизинде бул нерсе болуп атпайбы? Силер ушу байкоочулардын арыз муунун негизинде бул ошол 11 апрелдеги экинчи ирет болгон ушул созывка болгон. Биринчисинде эми эле коронавирус пандемия болуп, ал жок болду. Бир жылдан кийин эми дагы жок болуп атат. Ошол именно байкоочулар сизден сурап атпаймынбы? Ушунчалык одоно түрдө бузулуу дейм да. Бирок буга чейин бул студияга ушул көрсөтүүгө буга чейин келген кандидаттар, байкоочулар, активисттер айтышты, алар ушул 2000 сомдон 5000 сомго чейин чыгып кетти. Жок, андай сөздөрдү ар жерден деле уксаң болот да, бирок көзүң менен көрмөйүнчө же бир кандайдыр бир тастыктоочу материалдар болмоюнча андай сүйлөш дагы өтө кызык. Рахмат чоң. Камила, скажите, пожалуйста, вот что касается вот этих фактов подкупа, они вообще доказуемы? Это можно доказать? Конечно, можно доказать. В первую очередь, следователи проводят досудебное расследование, они привлекают как раз-таки... У вас есть данные, сколько вот таких мероприятий было проведено? Таких данных у нас пока нету. Нету, да? Но у нас можно сказать о том, что в ЦИКе, в Центральной избирательной комиссии, есть координационная группа быстрого реагирования, которая фиксирует данные нарушения, поступившие все заявления и обращения граждан, которые именно анализируются в реестре заявлений и жалоб, где можно как раз-таки смотреть этот анализ, на какой стадии находится мое, например, заявление или ваше. То есть оно находится в досудебном производстве, оно списано с номенклатуры или передано на рассмотрение территориальной избирательной комиссии. То есть это все находится в открытом доступе. Айдар, ушунча арыз муун дейм да, ушунча арыздар жок болуп кетиши мүмкүн коркунучу барбы? Ошол байкоочулардын, башка граждандык активисттердин арыздары протоколдоштурулган, кагазга түшүрүлгөн кайрылуулар жок болуп кетиши мүмкүнбү? Бул болушу мүмкүн эмес, анткени бул единый реестр деп коет. Ошол жака баары катталат да. Катталгандан кийин бүттү, аны өчүргөнгө дагы мүмкүнчүлүктөрү жок. Алардын баары албетте каралыш керек, өзүнчө бир баа берилиш керек. Анан ошол эле подкуп боюнча да, бул маселени өтө оор далилдеш үчүн, анткени жыл сайын мындайча айтканда ар кандай трюктарды колдонуп келатышат. Бизде видеолор бар, акча таратылып аткан деген. Бирок өтө эле алыстан тартылган и далилдеш түшүнүксүз. Бирок карыз берип атабы, жебнеси төлөп атабы? Жаран катары мен айта алам да, бул акча экени. Бирок юридикалык жакка келгенде муну жөнөкөй эле кагаз таратып атам деп деле айтып койсо болот. Ошондуктан бул маселени далилдеш өтө күчтүүрөөк. Анан Айдар айтсаңыз, жаңы партиялар катышканга мисалы жол ачылды да. Мисалы Ошто 8 партия катышкан. 8 партия мисалы эмки шайлоого, мына силер айтасыңар, юристтер, күзгө жакын болот депчи, июльдө болобу, августта болобу, аны Кудай өзү билет. Жаңы партия мисалы 8 партия эмес, 12 партия, 15 партия, может быть 100 партия катышышы мүмкүнбү? Албетте жол берилет. Бирок жаңы партия дегенде муну
тактап кетиш керек. Жаңы партия, жаңы түзүлгөн партия болсо, Жок, мисалы мен билем Кыргызстанда азыркы күндө бир адамдын санында партиянын саны көп да. Бир 10 миңге жакын бул 90-жылдан бери келе аткан ар кандай уюмдар, ар кандай саясий кеңештер көп да. Ошолор мисалы бирөөсү келип туруп биз мына дагы бир катышып көрөлүчү деп жаңы болуп катышса болобу? катышканга укугу бар албетте. Бирок жаңы түзүлгөн партияларга жок. Жарым жылдай мөөнөт өтүш керек да партияга. Мындай дегенде 8 ай болсо январда түзүлгөн партия катышса болот, февралда түзүлгөн партия катышса болбойт деген сөз да мындай дегенде. Жергиликтүү кеңештерге жарым жыл. Ушундай февралга такалып калат да. Санап көрүш керек, жарым жылдай болуш керек. И что касается новых партий, Фатима, скажите, вот они имеют право участвовать в выборах? Новые партии, новички, они могут участвовать, если эти новички им больше 6 месяцев. То есть для участия в выборах местных кенешей допускаются партии, которые зарегистрированы не ранее, чем 6 месяцев. Это специальная норма, которая намерена и планировалась для того, чтобы совсем только что создавшиеся партии не вступали в такую вот игру и гонку за политические кресла и мандаты. Но это, конечно, другой, например, вопрос, насколько 6 месяцев адекватная соразмерная норма. То есть можно просто перерегистрировать какую-то старую партию, поменять ее название, и ее юридическая регистрация, например, ИНН, да, где вот эти в 14 цифрах написана дата, она не изменится. Да. И, то есть такое остается действительно, но более строго, например, конституционный закон о депутатах, местных депутатах, извиняюсь, Джугурку Кенеша, там более строго к этому плану, что нельзя так делать, да, перерегистрация и регистрация, а по местному Кенешу это только регистрация. Алтынай, айтсаңыз, сиз мына Ош шаарында мына шайлоого чейин деле Ошто жашап келатасыз да? Ошарым тургунусуз, а? Вот буга чейин сиз уксаңыз керек, март айында бир-эки жолу, анан кийин мына шайлоо бүткөндөн кийин дагы бир нече жолу 6 партия өзүнчө меморандум түзүп, борбор шайлоо комиссияга жөнөтүп, биз бул шайлоону тааныбайбыз деп, шайлоо болгонго чейин уже кандайдыр бир иш-аракет жасаган да. Ошол боюнча юрист катары булардын ошол айткан сөзү, ошол меморандумга жөнөткөн каттары бир таасир этти деп ойлойсузбу сиз? Мен расмий жерден окубадым. Албетте социалдык тармактарда ар кандай Жок, алар расмий беришип, алар өздөрүнчө бир нече жолу БШКга дагы, Шайлдабекова айымга дагы кайрылышып, ал менен жолугуп. Вот я просто хочу переформулировать на русский язык вопрос, то есть до 11 апреля, когда уже началась агитационная кампания, 6 партий, которые шли на выборы в городе Ош, они как бы создали коалицию того, что они не верили одной из, то есть 7-й партии. Вот, и они обращались как письменно, такие делали пресс-конференции, даже, по-моему, лично встречались с Шайлдабековой, с госпожой Шайлдабековой, когда она сюда приезжала. И после того, как 11 апреля выборы уже, то есть, закончились, процесс голосования закончился, и только начался подсчет голосов, они вот в этой студии, они давали, то есть они приняли заявление о том, что не верят никаким итогам выборов. Вот эти все вещи, вот эти факты, эти письма, эти обращения, они имеют какую-то юридическую силу? Они не будут иметь юридической силы, потому что они говорили тогда, до 11 апреля, что будут какие-то нарушения, у них есть какие-то факты, но они не предоставляли же этих заявлений, Не, этих они фактов. предоставляли. Это же нигде не регистрировалось. Вопрос в том, что это все должно быть зарегистрировано. Также они должны они обращаются, если они обращаются в Центральную избирательную комиссию, они обращаются в письменном виде, они регистрируют эти все данные. И на основе этого заявления ЦИК принимает какое-то решение. Ну, соответственно, если они говорят о том, что будут какие-то нарушения или есть, и по ним не приняты каких-либо мер, то Центральная избирательная комиссия должна принимать меры. А если она не принимала меры,
соответственно, они не обращались в должном образе. И в А должном... может быть, вот именно того, что их необращение все-таки возымело свой эффект, и вот вчерашнее, скажем, решение ЦИКа основывается, ну, часть из них основывается на вот этих обращениях, как вы думаете? Возможно так, то есть, скажем так, правовое давление на основе жалоб, давление, которое формировалось через средства массовой информации, через обсуждение в социальных сетях, митинги, собрания, то есть, да, это все создавало определенное такое давление на Центральную избирательную комиссию, но говоря уже о вот этом меморандуме, о котором вы упомянули, и действительно, как коллега сказал, он юридической силы не будет иметь, поскольку это соглашение, сам документ меморандум, это соглашение о намерениях, о том, что они намерены сотрудничать и что-то сделать вместе. Но если они обладают информацией, какие-то доказательства по преступным действиям, у них там есть факты и так далее, зачем им какое-то соглашение между собой заключать? Идите, пожалуйста, господа, в правоохранительные органы, Центральную избирательную комиссию, обращайтесь, сообщайте в установленном порядке о том, что что-то происходит не так. Да? А зачем заключать какие-то соглашения о том, что мы будем вместе сотрудничать? Это сотрудничество, оно не усиливается этой бумагой или оно не удостоверяется этой бумагой. То есть они как есть, то есть вот эта коалиция. Назвать их коалицией сейчас обычно... Ну, я как бы в кавычках, да? да, условно. То есть они, эти 6 партий, объединились, у них, они как бы говорили то, что вот есть одна партия, 7-я, ну я не буду назвать ее имени, ее название, то есть и она вот использует административный ресурс, она мешает нашим, скажем, наблюдателям, скажем, нашим агитаторам. Но я так понимаю, что это именно та же партия, которая получила большинство мандатов, и итоги были отменены. Соответственно, и эта партия, и еще 3 других, их голоса, которые были отданы за эти партии, они аннулированы. И возникает вопрос, могут ли они снова, как эти партии, идти на выборы условно в августе? Да, могут. А могут ли эти же люди? Большой вопрос. Потому что допустит ли их Центральная избирательная комиссия для регистрации, потому что, например, у них есть условно доказательство, что какой-то там Иванов, да, или какой-то там Сидоров, он по уголовным делам проходит там, например, как ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по подкупу. То, что ему вручили уведомление, это просто статус подозреваемый, да, но это еще не осужденный. Да. И здесь вот могут по ним вот быть такие неясности. А если этих людей нет, но их все равно не допускают, то тогда, конечно, такие действия со стороны Центральной избирательной комиссии будут незаконными. Айтар айтсаңыз, мынау эмки келе турган эми болот да, бул шайлоочу күздө августта болсо, партиялар бул ушул болгон азыркы окуядан эмне сабак алыш керек? Юридикалык жактан айтып берсеңиз, эмнеге даяр болуш керек? Эмне сабак алыш керек дегенде, эми алар өздөрүнүн өзү башы бар. Бул таза шайлоо өткөнгө баарыбыз бир болушубуз керек. Эми алар кандай нарушение кылат экенин биз алдын ала айта албайбыз. Бирок убакыт көрсөткөндөй биздин талапкерлер эчтеке үйрөнө албайт экен. Билбейм, таза шайлоо өтсө деп үмүттөнөбүз. Кандай сабак алат дегенде, эми мүмкүн акыл кирип подкуп кылышпайт, сатып алышпайт. Азыр алдын ала айтыш өтө эле оор. Я просто хотел бы вам задать вопрос о том, что все-таки отмена решения ЦИК — это волеизъявление не просто, вот, скажем, членов ЦИК, да, а просто волеизъявление одного человека, который, чтобы обеспечить такую стабильность в своей власти, ну, как бы сказал, давайте отменим эти 2 решения. Но я не задам этот вопрос, потому что вы юристы, все-таки не ответите. Да, вы, в любом случае вы не ответите. И что касается, по моим данным, 127 заявлений от партий, которые поступили как в ЦИК, так и в УВД города Ош, были зарегистрированы, и по ним сейчас какие-либо дела ведутся. Вот, у меня вопрос такой, вот юристам. Эти дела, они пока на стадии, возможно, административного характера. То есть могут ли быть такое, что именно по этим делам эти кандидаты могут получить реальные сроки наказания?
Значит, мы говорим о подкупе. В данном случае подкуп является преступлением. Уголовный кодекс еще в силе. Скажем так, например, кодекс о проступках, он, да, недавно утратил силу, и он там предусматривал какую-то ответственность более щадящую, помягче. Да? А уголовный кодекс, да, то есть подкуп, фальсификация избирательных документов, это считается преступлениями. И если будут достаточно доказательств, что какой-то человек виновен, деньги передавал, либо он был организатором, либо он был пособником, либо там заказчиком, да, вот этого всего. Нет, сколько грозит? Сколько? Да, вот чисто вот 5 лет, 7 лет расстрела, я значит, не знаю. Сколько. нет, у нас смертной казни нету. Ну, слава богу, да. Да, лишение свободы второй категории это от 5 лет. До От 5 скольки? лет до 7,5. До 7,5. То есть товарищи кандидаты, которые могут, то есть они, которые покупали голоса и и следствие, которые докажут, то они могут сесть реально на Да, вот 7,5 лет. второй, третья категория, то есть максимум это 7,5 лет, а, скажем так, минимум это до 2,5 лет. То есть, конечно, мы сейчас говорим с вами о самом худшем сценарии, которого может и не наступить, поскольку... Но в Кыргызстане все решается иногда политической волей. Но а не уголовным законодательство кодексом. работает избирательно. Для кого-то он Да, работает вот по я имею в полной виду, да. программе, Для а кого-то для по нет. полной, Да. для кого-то, Ну вот, может быть, для кого-то будет и максимально, а для кого-то будет минимально. Но Это будут прецедента одни, пока нету. это будут одни и те же люди. Ну, то есть, в смысле, люди из одной и той же партии. То есть мы же с вами все равно как пальцем в небо сейчас, да, Ну да. тычем. Но мы надеемся, что все будет в рамках закона. Камила, скажите, пожалуйста, вот что теперь ждать действительно, что теперь ждать, ожидать нашему избирателю, не кандидату, а избирателю? К чему ему готовиться и все-таки когда будут выборы, идти на выборы или не? Ну, это... Да, вот смотрите, если сравнивать те выборы, которые были ранее, это вот депутаты Гюргурку Кенеша осенью, то я опять-таки повторюсь, вот эти обращения, которые фиксировались на сайте ЦИК в реестре, их обращений было 160-190. На сегодняшний день выборы местных Кенеши и референдум на 11 апреля, заявлений, которые обратились граждане, заявители, кандидаты, все лица, их более 500. То есть это говорит о том, что да, у лиц, именно избирателей, кандидатов, всех заинтересованных, даже не заинтересованных лиц, у них проявляется активная гражданская позиция. Мы можем увидеть, что на этих выборах наши наблюдатели, все лица, которые проводили мониторинг этого голосования, они проявили очень хорошую свою гражданскую позицию. И сейчас мы можем говорить о том, что идет какое-то улучшение, потому что если сравнить с теми выборами, которые были ранее и сейчас, то у нас, конечно же, имеется определенное улучшение в нашем законодательстве и понимание избирателей того, как важен голос голос нас, наших избирателей. Спасибо большое. Ачык микрофон берсем. Алтынай айым, айтсаңыз, акыркы сөзүңүздү айтсаңыз, бүгүнкү күндө эфирден кандидаттарга, шайлоочуларга эмне деп айтып кеткилеңиз? Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу саясатка келе жаткан депутаттар, өзүңүздөргө ишенгиле, добуш сатып албагыла. Ошондой эле шайлоочуларга кайрылып кетет элем. Сиздерден ак жүрөктүү, чынчылдыкты, адилеттикти жана ыймандуулукту күтөт элем. Буюрса, сиздер дагы менин коллегам айтып кеткендей, барган сайын жакшыруу көрүнүштөр көрүнүп турат. Сиздерге ийгилик каалайм. Фатима, у вас есть что сказать? Да, есть. Избирателям, Да. в данном случае. Избирателям основной посыл, основной призыв — это голосовать сознательно, понимать, что каждый голос, голос каждого имеет значение, и проявляйте свою активную гражданскую позицию, голосуйте и защищайте свой голос, если вы знаете, что есть какие-то нарушения на этом участке, и, возможно, ваш голос не засчитают. Камила? Да, я присоединяюсь ко всем сказанным словам, и важно отметить, что, опять-таки, повторяюсь, да, что именно идет улучшение, и это говорит о том, что мы идем в лучшую сторону и имеем хороший путь. Айдар мырза, айта турган сөзүңүз болсо? Жарандарга кайрылып кетет элем. Бул ар бир силердин добушуңар өтө маанилүү.
добушуңарды сатпагыла, бул силердин келечегиңер үчүн. Рахмат чоң, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен коомдук пикир телекөрсөтүүсү болду. Бул үчүн бизге атайын Бишкек шаарынан конокторубуз келип, мен алар менен дагы бир сыйра тааныштырып кетсем, бул Камила Тогойбаева, юристибиз, Фатима Якупбаева жана Айдар Султанов. Так, в рамках закона деген проекттин долбоорунун алкагында кызмат кылган биздин юристтер жана ошондой эле Ош шаарынын тургуну, коомдук байкоочу Алтынай Галиева болуп өттү. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч.